існує певний ряд проблем, існує певний ряд людей, в тому числі, можливо, це стосується і того хлопця, який дзвонив телефоном. Да? Якщо в нього немає жодних інших документів, окрім копії паспорта 94-го року, цілком можливо, що і він попадає під категорію людей, які, на жаль, до завершення деокупації Криму не зможуть бути документованими. Ми це маємо розуміти, що окупація Криму створила для деяких осіб катастрофічну ситуацію. І це тут винна не держава Україна і винна тим більше не міграційна служба. Ми робимо все можливе для того, щоб знайти шлях і документувати цих людей. Але ми маємо розуміти, що ми також несемо відповідальність за безпеку українського суспільства. Ми не можемо документувати неідентифіковану особу. І от ця грань, на якій ми змушені балансувати, вона є дуже важливою. Тобто люди мають розуміти, що якщо міграційна служба може идентифицировать особу, вона видає документы. Якщо не може, ну, на жаль... Давайте, я услышал. Я просил бы все-таки вас все-таки послушать Крым. И, конечно, мы на все вопросы не ответим сегодня. Это действительно так. Масса вопросов огромная. Еще раз, Крым у нас на связи. Слушаем вас. Алло. Да. Добрый день, но это не Крым, это Рифат Чубаров, к сожалению, это Киев. Вы меня слышите? Вот так. Мне сказали, что с Крыма звонят. Может быть, это действительно какой-то есть в этом, будет какой-то, видимо, келебеголожа. Я просто верю в то, что буквально мы будем еще в такой ситуации, когда у нас будет такая ситуация, когда будем выходить из Бахчисарая, и журналисты из Киева будут связываться с Бахчисараем. Сейчас я хотел сказать вот несколько вещей, связанных с вашей передачей. Ну, первое. Мне представляется, что такого рода передачи крайне нужны и важны в первую очередь для Крыма, но не только для Крыма, они важны для всех наших служб, которые задействованы в оказании услуг гражданам Украины, проживающим во временно оккупированном Крыму. Но здесь позвольте мне вот некоторые соображения по самой передаче. Возможно, в будущем есть необходимость систематизировать актуальные проблемы, которые очень имеют большое значение для людей, живущих в Крыму, и для наших служб, оказывающих эти услуги. То есть попытаться находить такие ситуации, которые являются типовыми, типичными, и на базе их рассмотрения сразу освещать целое направление, букет проблем. И, конечно, было бы желательно, чтобы перед тем, как обсуждать эти проблемы, возможно, журналисты проводили бы расследование некоторых таких очень резонансных таких ситуаций, когда, действительно, права человека очень трудно реализовать. Это первое. Второе, если была такая систематизация, то, соответственно, гости в студии тоже были бы соответствующих ведомств, служб, и они были бы более задействованы в разговор. Третье, конечно, вот когда звонки из мест, то не избежать, когда люди не просто передают то, что с ними случилось, но они еще передают то, что случилось с их близкими, знакомыми, друзьями. И, конечно, здесь было бы важно, чтобы они не просто озвучивали то, что с их точки зрения случилось, но они бы представляли какие-то свидетельства этому. Вот, допустим, звонил Эрнест. Было бы очень хорошо, если бы мы видели бы то письмо, которое, как он утверждает, он получил, и где его отправляют для получения паспорта по месту прописки, то есть Крым. И последнее. Извините, что я так долго говорю, но это важно для тех, кто живет в Крыму. Мне хотелось бы, чтобы они также понимали, что вот вопрос идентификации людей, которые обращаются за оформлением документов, за их обновлением или впервые получением, это вопрос чрезвычайно важный не столько для государства, хотя для государства он очень важен, но этот вопрос важен для безопасности самих людей, которые живут в Крыму. И иногда, ко мне тоже, когда обращаются, говорят, подождите, вы же знаете меня, но почему мне не выдают паспорт при минимуме представляемых сведений? Вот здесь давайте еще раз каждую конкретную ситуацию смотреть и попытаться унифицировать выдвигаемые требования к людям.
но при этом, чтобы эти требования, они с одной стороны были выполнимы людьми, но с другой стороны, чтобы они позволяли его идентифицировать. Мы, допустим, как Меджлис крымско-татарского народа, предлагали такой вариант, что в особо исключительных вариантах, ситуациях, когда человек просто находится в тупике, ну нет у него ни иностранного паспорта, ни прав нет у него, ни студенческой там книжки или зачетки, ничего нет. Но его могут, допустим, его личность подтвердить несколько человек, которые его опознают вживую, физическую. И вот такая ситуация тоже могла бы быть. И поэтому, если будут соответствующие такие рекомендации или согласия со стороны, ну, скажем, Державной миграционной службы, мы могли бы подобные вещи включить в нормативные документы для того, чтобы были единые подходы. А так, я еще раз приветствую такую передачу. Думаю, что она может получить развитие, поскольку те, кто живут в Крыму, они хотят получать постоянно разъяснения от тех, кто с ними непосредственно работает. Вам большое спасибо. Что, Сава, у нас... Ну, якраз я хочу подякувати пану Ріфату. Тут якраз ці процедури, вони є, вони існують. Якщо ми говоримо про сусідів, людей, які жили поруч, то ідентифікація за свідченнями близьких людей можлива, ну, чи про родичів, да, вона можлива безпосередньо в підрозділі міграційної служби. Якщо ми говоримо про просто свідків, да, просто свідків, то це можливо через суд. Тобто, і це працює. Тобто ці процедури, можливо, вони є не дуже швидкими, можливо, вони є трошки обтяжливими по часу і затратні для людей, які проживають там на території Криму, бо їм треба приїхати кілька разів на материк. Але ж це працює. Я би хотів чітко зазначити, що людей, яких ми не можемо ідентифікувати, їх насправді це одиничні випадки. Їх не є дуже багато. Да? Тобто ті випадки, це випадки, коли людина не має жодного документу, вона не може надати жодного свідка, в неї нема родичів, в неї нема. Ну, тобто, взагалі, на жаль, такі випадки бувають, але ми розуміємо, що так. Всі інші ситуації, вони можуть закінчитися успіхом, тобто документуванням особи, але ж громадяни мають розуміти, що для цього треба пройти процедури. Да? От та послідовність, яку я, власне, навів. Тобто... Я бы хотел добавить по этому поводу. Но у нас очень мало времени. Значит, представительство президента по своему функционалу, защита прав и свобод граждан. Те случаи, которые есть индивидуально, на самом деле аннексия полуострова не была предусмотрена действующим законодательством, и мы столкнулись с этой проблемой. И в индивидуальном случае приходится в ручном режиме решать те или иные проблемы. И, пожалуйста, для этого есть представительство президента. И мы детально разберемся с этим случаем, когда ему МВС, человеку звонившему, Эрнесту, дали ответ, что обращайтесь в Крым за местом получения. Нам бы очень хотелось этот документ увидеть. Я надеюсь, что он к нам обратится. Что касается граждан, которые без документов пересекают административную границу из Крыма. Это возможная ситуация. Почему? Потому что на территории временно оккупированного Крыма нет возможности получить документы государственного образца. Поэтому Державная прикордонная служба, проведя определенные процедуры административного протокола, без санкций для граждан, пропустит любого гражданина Украины, который заявит, что он гражданин Украины, проведут определенную процедуру свою совместно со службами соответствующими и пропустят этого человека. Для этого еще есть, повторюсь, на границе наша горячая линия. Обращайтесь, мы будем реагировать на каждый случай. Сегодня начали эту передачу телеканал ЛТР. Я бы хотел бы поблагодарить, во-первых, всех тех, кто поучаствовал в сегодняшней нашей передаче. Здесь были представители силовых структур, миграционной службы и непосредственно само постпредство президента в лице Изета Гданова здесь присутствовала на передаче. Я бы хотел, чтобы вы друг другу говорили, что не видели, что не слышали, что вы слышали, то, что видели. Российский паспорт, который сейчас аусвайсом называется, никто не имеет права за вас за это каким-то образом заставлять платить за что-то или что-то еще. Если есть проблемы у вас с получением паспорта, есть миграционная служба Украины, обращайтесь с жалобами, не стесняйтесь. Есть гражданское формирование «Аскер».
которая стоит непосредственно на границе. Если кто-то вас заставляет заплатить взятку или каким-то образом какой-то вообще любой другой какой-то заставляет вас действие делать, которое вы действительно видите, что оно противозаконно, есть горячая линия постоянного президента Украины. Есть служба безопасности Украины уже Крыма, которая непосредственно находится на админ-меже. Не стесняйтесь, подходите. Вы полноценные, полноправные граждане Украины. Никто вас там не бросил. Телеканал АТР, дающий надежду на возвращение Крыма в Украину, передача «Крымский мост». Я витаю вас. До свидания. До встречи через неделю.